Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Рано утром 7 октября в Гагарском районе из-за удара молнии вышел из строя трансформатор мощностью 60 мегаватт. Без подачи электроэнергии частично остались Гагарский и Гудаутский районы. На месте аварии находятся аварийно-ремонтные группы РУП «Черноморэнерго». Репортаж Саида Джарсаля. 7 октября в поселке Бзыб в результате удара молнии вышел из строя один из двух трансформаторов подстанции Бзыб-220 АТ-2 мощностью 60 мегаватт. После аварии на узловой подстанции без электроэнергии частично остались Гагарские и Гудаутские районы. На ликвидацию аварии были брошены все силы компании «Черноморэнерго». Специалисты РУП «Черноморэнерго» оценили состояние аварийного агрегата, произвели расширенный комплекс регламентных работ, обеспечивающих доступ ко всем узлам трансформатора, расположенным внутри него. 6 числа во время грозы вышел из строя силовой трансформатор АТ-2, который находился в работе, который обслуживает весь Гагарский район. В связи с этим была повреждена обмотка трансформатора. Сегодня, на 7 число, тот трансформатор до этого, который был выведен на ремонт, экстренно все службы Черноморэнерго пытаются ввести его в работу. По словам специалистов, старым трансформаторам более 50 лет, и они давно отслужили свой эксплуатационный срок, а один из них был отключен от сети, и его должны были заменить в ближайшее время. В конце ноября за счет средств инвестиционной программы в республику завезут новый трансформатор, который будет соответствовать по мощности двум старым. Служба изоляции и замеров определила, что трансформатор в самом деле вышел из строя и не подлежит восстановлению. Сейчас вся надежда на тот трансформатор, который мы хотели перетащить на новое место и вместо него поставить новый 125-мегаваттный трансформатор, который должен сейчас подойти к нам. Все. Даже вот подготовили шпалы, все это дело сделали. Ну что делать сейчас? Приходится сейчас его снова реанимировать, поставить его возвратить на место все его подсоединения, закачать масло, которое мы скачали частично, все, и попробовать его включить. Вся надежда на него сейчас. Пока в республику будет доставлен и установлен новый трансформатор, а также в течение ремонтных работ на подстанции Бзыб, в Гудаутском и Гагарском районах будут вводиться временные ограничения на подачу электроэнергии. Отключения подстанции будут производиться в зависимости от нагрузки на электросети данных районов. Ограничение на подачу электроэнергии будет ориентировочно по 2 часа. Саид Джарсаля, Дэвид Ангваб, Абхазское телевидение. 7 октября отмечает день рождения президента России Владимир Путин. Главу российского государства поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба. В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю дня вашего рождения. Под вашим руководством Российской Федерации были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития. Качественно новый уровень российской государственности способствовал последовательному росту благосостояния граждан и поступательному развитию институтов демократии. Народ Абхазии всегда будет помнить и ценить ваш вклад в сохранение нашей государственности, социальную и экономическую поддержку». Рауль Хаджимба пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и успехов во всех начинаниях. Абхазский государственный университет удостоен диплома представительства Россотрудничества в Абхазии за активную деятельность по развитию международных гуманитарных и общественных связей и за популяризацию русского языка за рубежом. Грамоту из рук руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха принял ректор АГУ академик РАЭН Олеко Гварамия. Вадим Чеха подчеркнул, что сотрудничество между Россотрудничеством и Абхазским госуниверситетом будет и дальше развиваться и крепнуть. Этот диплом отражает высокую степень доверия, которая есть между нами и Абхазским государственным университетом, отражает множество пока еще не раскрытых возможностей сотрудничества, которые есть. Ну и в целом я, находясь в Абхазском госуниверситете, чувствую себя всегда в своей среде,
в чем огромная заслуга и Олега Алексеевича, ректора университета, и, конечно, преподавателей Абхазского государственного университета. У нас далее множество задач. Они достаточно сложны, эти задачи, предполагают множество подводных камней, но, тем не менее, вот та линия сотрудничества с Абхазским государственным университетом, она с нашей стороны будет продолжаться и со стороны российских некоммерческих организаций. Что касается Россотрудничества, я вспоминаю, когда первая организация, которая сюда направила заместителя руководителя Россотрудничества в то время Георгия Львовича Мурадова с очень большими подарками. Вот половина вот этого кабинета была, значит, заполнена компьютерами и различной другой техникой и так далее. Прошло время, и создали представительство Россотрудничества в Абхазии. Мы очень рады тому, что, вот, по крайней мере, в то время, когда возглавил эту организацию, значит, Вадим Витальевич, мы с самого начала нашли общий язык. 7 октября в Верховный суд Абхазии поступила кассационная жалоба от бывшего кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициня на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда. Напомним, что Верховный суд под председательством судьи Генри Гамисони в составе судей Рауля Пачуля и Оксаны Пиля своим решением отказал Алхасу Квициня в удовлетворении административного искового заявления. Кассатор просит суд кассационной инстанции отменить указанное решение и принять новое решение, которым удовлетворит его требования о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах выборов президента Абхазии. Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение 2 месяцев с момента поступления в суд первой инстанции. На 63-м году ушел из жизни полковник вооруженных сил Абхазии Фридон Милтонович Киласоня. С самого начала Отечественной войны народа Абхазии Фридон Киласоня вступил в ряды защитников Родины, принимал участие в боевых действиях при взятии Сухума, а также освобождении западных районов Абхазии от грузинских оккупантов. После окончания войны был назначен начальником дивизионного штаба противовоздушных войск, затем начальником штаба воздушной группы войск, где он прослужил более 10 лет. При исполнении служебных обязанностей был дважды ранен. Фридон Киласоня неоднократно поощрялся благодарностями от Министерства обороны, награжден медалью за отвагу. Он дважды подрывался на противотанковой мине, выдержал это все, но как бы не оставил службу, что это, значит, опасно, сложно и так далее. Наоборот, призывал молодежи, как надо защитить, значит, что это необходимо и так далее. В наших руках не только, значит, там по охране границы и так далее, еще надо было молодые батальоны поднимать, учить, значит, как дальше вести себя и так далее. И в этом отношении он был как отец, как мать, как учитель. Вот. Все это, значит, он прожил, прошел. Вот. В последнее время он находился, значит, в школах, в интернаты и так далее. Там тоже то, что поручено им было, он выполнял совестью. Но сегодня так случилось, что его не стало. Конечно, хотелось бы от имени руководства Министерства обороны принести соболезнования семей, родным и близким. 20 октября в Сухуми на стадионе «Динамо» пройдет 15-й международный музыкальный фестиваль «Хиблагерзма приглашает». В концерте примут участие хозяйка фестиваля, народная артистка России и Абхазии Хиблагерзма, бас Ильдар Абдразаков, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством дирижера Александра Сладковского, академический большой хор мастера хорового пения. Фестиваль «Хиблагерзма приглашает» создан оперной дивой в 2001
году и ежегодно проходит в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы. Концерты проводились в разных городах Российской Федерации, а также в Швейцарии, Австрии, Германии и США. В Сухуми открылся международный турнир по мини-футболу «Кубок Победы» среди инвалидов-ампутантов. Всего в турнире принимают участие 6 команд из Абхазии, Дагестана, Чечни, Узбекистана, Барнаула и Кемерово. Уже 7-й год подряд в Абхазии при поддержке Государственного комитета по физкультуре и спорту и Союза инвалидов России проводится международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов. Зампредседателя Госкомспорта Рафаэль Ампар поблагодарил спортсменов за то, что, несмотря на все трудности, они смогли приехать в Абхазию, чтобы принять участие в турнире. Спасибо вам за то, что вы не бросаете спорт, за то, что вы ведете здоровый образ жизни, за то, что вы радуете нас своим футболом, но главное, своими улыбками, своими яркими эмоциями и впечатлениями. Я, безусловно, рад. И от имени Госкомспорта огромная вам благодарность всем командам. В день открытия турнира состоялись 2 игры. Первыми на поле встретились сборные Дагестана и Узбекистана. С первых минут игры была заметна активная игра спортсменов из Узбекистана, 4-кратных чемпионов мира среди футболистов-ампутантов. Судя по игре, и в этом турнире они являются фаворитами. Противостояние спортсменов Узбекистана и Дагестана завершилось со счетом 8-2 в пользу узбекской сборной. Зафар Насыров уже 13 лет играет в футбол. В детстве из-за несчастного случая получил инвалидность. Однако он не отчаялся и продолжил активно заниматься спортом. Организация на высшем уровне, как всегда, из года в год все лучше и лучше становится. Больше команд приходит, участвует. Также все команды очень сильно подтягиваются, довольно уже на высоком уровне они все. Во второй игре на поле встретились спортсмены из Абхазии и Кемерово. С первых минут матча было заметно, что обе команды хорошо подготовлены. Из-за нехватки футболистов, участников турнира, организаторами соревнований было принято решение, что спортсмены могут играть сразу за несколько команд. Так, игрок из чеченской команды Адам Дашуев выступал и за команду из города Кемерово. 15 лет я играю. А вот этот турнир, вот это все, это инвалидам нужно, необходимо это, новые знакомства. Ты выйдешь куда-то за границу или куда-то. Вот. Так приятно очень. По словам организаторов, международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов способствует интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, их социальной адаптации. Международный девиз нашего футбола, футбола ампутантов, это «Заменим минные поля на футбольные». Это замечательный девиз, который утвердили мы на конференции создания Международной федерации футбола ампутантов. Наша задача – реабилитация, адаптация ребят с ограниченными возможностями в жизни и в труде и в жизни. Вторая – это общение в обязательном порядке, это дружба, общение и так и далее. Игра между сборной Абхазии и командой из Кемерово завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев. Финал международного турнира по мини-футболу «Кубок Победы» состоится 13 октября. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Ричи Сичинава и Даниил Харчилава стали золотыми призерами международного турнира по вольной борьбе, который проходил в Польше 4-6 октября. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 14 стран – Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Испании, Израиля, Финляндии, Канады, Украины, России, Венгрии, Чехии, Белоруссии и Словакии. Абхазские борцы стали сильнейшими в весовых категориях 60 и 65 килограммов. Ричи Сичинава и Даниил Харчилава тренируются и учатся в Калининграде в спортивной школе Олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренера Ходжаева Виктора. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Утром местами возможен небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 19-24. Температура морской воды плюс 22 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.